Всем привет! Сегодня у нас в центре внимания Захириддин Мухаммед Бабур. Фигура, конечно, колоссальная, основатель империи великих моголов в Индии. Ну или, как говорят специалисты, империя бабуридов. Да, личность невероятная, интересная и сложная. И у нас как раз есть материал для нашего разбора текст. Бабур — ученый и основатель империи. И мы попробуем посмотреть на него не только как на завоевателя далекой Индии, но и как на человека, который, кажется, до конца дней своих был связан с родными краями Ферганой, землями современного Кыргызстана. Именно. Как он формировался, кто его окружал, а там, кстати, были и представители кыргызских племен, и как вот эта ностальгия, тоска по родине прошла через всю его жизнь и его знаменитые мемуары «Бабур-наме». Давайте для начала обозначим контекст. Что там было в Индии до Бабура? Кратко. Ну, если совсем коротко, к XIII веку север Индии — это Делийский султанат, его основали тюркские правители-мусульмане. Но к XIV веку он начал слабеть, а после вторжения Тамерлана, прадеда Бабура, в конце века так и вовсе пошел распад. Понятно. И вот на этой сцене появляется Бабур. Да, владения султаната сильно сократились. Бабур к тому времени уже закрепился в Кабуле. И вот с 1519 года он начинает походы в Индию, а в 1526 его приглашает соперник делейского султана Ибрахим Шах ал-Лоди, и Бабур идет на Дели. И вот она, битва при Панипате. Апрель 1526-го. Цифры впечатляют. У Бабура 1015 воинов, у султана 30-40 тысяч, плюс слоны боевые, казалось бы. Да, перевес огромный. Но у Бабура были, так сказать, козыри. Во-первых, передовые военные технологии. Он привлек османских спецов по артиллерии Устат Руми Мустафа. Османы тогда были, законодателями мод в этом деле. Пушки, ружья. Активно использовал, да. Для Индии это был в новинку, а во-вторых, тактика. Знаменитый прием Тулгама — это охват флангов конницей. Которым он научился у своего злейшего врага, узбекского хана Шейбани. Вот такая ирония. Именно Шейбани вытеснил его из Средней Азии. Это победа при Панипате, потом еще разгром раджпутского князя Санграм Синха в 27 году, и вот она, новая империя, столица Агра. Империя великих моголов, как ее назвали европейцы, хотя сам Бабур, как пишут слово «могул», не очень любил и применял его скорее к кочевникам степей. Себя он, похоже, больше ассоциировал с тюркским миром. Вот. А давайте теперь к этому тюркскому миру и вернемся. К его корням, к Фергане, на стыке нынешних Кыргызстана и Узбекистана. Источник прям подчеркивает его какую-то невероятную любовь к этим местам. Абсолютно. Это просто сквозит в Бабур-нама. Он же постоянно вспоминает охота в Алайских горах, вода реки Акбуры, которую он Андижанской называл. Фергана, Ош, Андиджан — такой золотой треугольник его юности. Да, место становления. И он постоянно сравнивает. Вот он в Индии вроде бы всего достиг падишах, а пишет: «Нет в мире места лучше Ферганы», или там про дыни ферганские вспоминает с тоской. Эта привязанность, эта ностальгия, она никуда не делась. Удивительно, что главной мечтой его была даже не Индия, а Самарканд, столица его великого предка Тамерлана. Он же трижды его брал. Трижды брал и трижды терял. Все из-за тех же узбеков Шейбани хана. Они его, по сути, и выдавили из родной Ферганы. И путь его дальше лежал как раз через земли Кыргызстана, да. Через перевал Зардалы в Баткене. Именно так. Сначала в Кабул, а потом уже в Индию. То есть он строил империю там, где ему многое было чуждо, особенно климат. Он же сам пишет, что жара индийская ему невыносима была. Он ведь по духу горец, привыкший к другому. В тексте так и сказано: «Горец по духу, воинствующий кочевник по образу жизни». Совершенно верно. И не только он. Его воины, многие из которых были с тех же предгорных долин Ферганы, Оша, они ведь тоже рвались назад. После Панипата, после победы. Хотели в Кабул, в привычный климат или домой. Бабуру стоило немалых трудов уговорить их остаться. Вот тут мы подходим к очень интересному моменту. К участию кыргызов в его походах и в его окружении. Да, источник на это прямо указывает. Среди его воинов, особенно в коннице, были этнические кыргызы. Они славились как прекрасные наездники. И ведь это не только при Бабуре. Упоминается, что кыргызы еще в походах Тамерлана участвовали. Есть даже персидские миниатюры 15-16 веков. Да, например, миниатюра Тамерлан принимает гостей.
Там среди сановников видны фигуры, которых идентифицируют как кыргызов. И даже захоронения кыргызских воинов нашли в Турции в городе Изник. Это говорит о давних связях. А сам Бабур? Он же знал эти земли? Прекрасно знал. В Бабур-Наме он пишет про Аксы, Узген, Мадинай. Это все территории современного Кыргызстана. Описывает, как брал Мадыскую крепость, как ездил в Алайскую долину, про битвы за Узген. Это была его земля, земля его юности, его становления. И люди оттуда были рядом с ним? Кого конкретно упоминает источник? Смотрите. Бабур ценил в людях прежде всего преданность и боевые качества. Этническая принадлежность не всегда была на первом месте. Но имена и прозвища часто говорят сами за себя. Вот, например, Ибрагим Сару. Бабур называет его правителем Оша и одним из самых любимых беков. Сару — это же название крупного кыргызского племени. Именно. Или братья Ширим Тагаи и Мухаммед Дост Тагаи. О них Бабур пишет как о самых доверенных людях. А Тагай или Тагай — это тоже маркер, связанный с кыргызской родоплеменной структурой. Еще примеры есть? Конечно. Очень показательный эпизод, когда Бабур попал в беду в горах Аксы, и его спасли местные жители. Их имена. Ахмат Кущу Кадырберди Камбарали. Источник предполагает, что это были местные кыргызы. Кущу опять название кыргызского племени. Да. Или вот еще фигура Саид Юсуф Улакчи. Музыкант. Играл на инструменте, который Бабур называет капуз. Камус. Да, очень похоже на кыргызский камуз. Бабур очень ценил этого музыканта. Доверял ему настолько, что даже оставлял управлять Кабулом в свое отсутствие. Поразительно. Получается, множество людей из его ближайшего окружения имели прямое отношение к кыргызским родам и племенам? Источник на это указывает. Многие термины, которые встречаются в Бабурнаме, при описании его соратников Тагай, Кыпчак, Кущу, Сару, Дулат, Арган, Канглы — это ведь названия крупных кыргызских племен, которые существуют и по сей день. Они были частью той среды, из которой вышел Бабур и на которую он опирался. Но при этом сам Бабур, он ведь потомок Чингисхана по матери и Тамерлана по отцу. В тексте говорится «этнический монгол из рода Барларс», но с тюркской примесью по матери. Как он сам себя идентифицировал? Это сложный вопрос. Он, как мы уже говорили, не любил, когда его называли монголом или магулом, но принимал обращение турок. Говорил и писал он на чагатайском тюркском языке, это литературный язык тюрков Центральной Азии того времени. То есть этническое происхождение и культурная самоидентификация — это не одно и то же было? Совершенно. Как отмечает тюрколог Уиллер Трекстон, к времени Бабура этнические монголы, оставшиеся в Средней Азии в Трансокеане, уже в значительной степени тюркизировались. Они говорили по-тюркски, их быт, культура мало отличались от окружающих тюркских племен. Бабур — ярчайший пример этого процесса. А как же кыргызский род Маналдор? Связано ли это? Это как раз отражает вот эту сложную историю этногенеза в регионе. Наличие рода Маналдор у кыргызов не делает Бабура кыргызом, конечно. Но это показывает, как тесно переплетались монгольские и тюркские элементы в формировании всех народов Центральной Азии. И кыргызов, и узбеков, и казахов. Это был общий котел. Упоминается еще Могулистан, государство, возникшее после распада Чагатайского улуса. Оно ведь охватывало и земли Кыргызстана? Да, и это тоже часть той сложной этнической мозаики. Бабур жил в эпоху, когда границы между этими группами были еще очень подвижными, а идентичности многослоенистыми. Все это говорит о длительном, сложном процессе формирования современных народов региона. Итак, что же мы видим? Бабур — это не просто основатель далекой Индийской империи. Это человек, чья судьба, чья душа, если хотите, неразрывно связана с Центральной Азией, с Ферганой, с ее горами, реками, людьми, включая кыргызов. Именно так. И его Бабур-Наме — это не просто хроника завоеваний, это портрет человека тонко чувствующего, ценящего поэзию, музыку, вспомним Камус, красоту родной природы. И его окружение — это срез той сложной многоэтничной реальности, в которой он жил и действовал. Он был, можно сказать, интегратором этих разных элементов. И вот, наверное, вопрос для наших слушателей, над которым стоит подумать. Как вот эта глубокая укорененность Бабура в его малой родине, в Центральной Азии, его ностальгии, его связи с людьми отсюда,
Как все это могло отразиться на характере империи, которую он создал так далеко, в Индии? Какие черты его происхождения, его центральноазиатского наследия проявились там, на индийской земле?